нас на прямой связи Алексей Диковицкий, заместитель директора телеканала Белсат. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас слышать. Пожалуйста, мы в эфире с одним из тех людей, которые когда-то начинали Майдан, Мирославом Гаем. Это наш волонтер, общественный деятель, публицист. И мы хотели бы от вас услышать, что сейчас происходит в Минске, вообще во всей Беларуси. Вот все, что знаете, расскажите, пожалуйста, нам очень интересно. Думаю, что рассказывать все, что я знаю, не хватило бы, наверное, эфира. Но если говорить вкратце, я хочу сказать, что, по моему мнению, мы имеем дело последний месяц, а может даже и больше, с пробуждением целого народа, с тем, что белорусский народ в конце концов проснулся и уже теперь, что бы ни случилось, не позволит, чтобы узурпатор, который находится у власти, особенно после последних выборов, его можно называть так, узурпатор, чтобы он этой власти остался. Никакие резиновые или другие пули, или звуковые гранаты, бронетранспортеры, или даже танки на улицах Минска и других городов не помогут ему эту власть удержать. Народ, несмотря на отсутствие какого-то одного лидера, а обратите внимание, что любая революция, которая была до сих пор, она, в общем-то, всегда имела конкретное лицо, конкретного лидера, который был на месте. Несмотря на отсутствие этого в Беларуси, белорусы, как оказалось, могут отлично самоорганизовываться и противостоять этому беспределу. Причем противостоять абсолютно без насилия. Без насилия. Мы видим 200-тысячные, 300-тысячные демонстрации в Минске, ни одного разбитого стекла или ни одного нападения на так называемых правозащитников. Сейчас мы их не правозащитников, а так называемые правоохранительные органы. Так мы сейчас их называть не можем уже, потому что они переступили закон, они стреляли в собственный народ, они бьют этот народ. На улицах сейчас мы видим людей вообще без всякой формы, без опознавательных знаков. Это очень напоминает нам ситуацию с украинскими титушками. Но тем не менее, мне кажется, что никакая сила не задушит этот народ, и рано или поздно та власть, которая сейчас узурпировала себе право находиться и руководить Беларусью, она уйдет.